Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Федеральная антимонопольная служба предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством. По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, сейчас при выборе банка для зарплатных проектов одним из основных критериев является наличие у кредитной организации широкой банкоматной сети. Отмена комиссий позволит работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания. По сути, закон об отмене зарплатного рабства был принят еще в 2014 году. Тогда президент России Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель. Тем не менее, принятый закон так и не решил проблему. Подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку. И, как правило, это банки с государственным участием. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели со 2 апреля безбагажные тарифы, удобные для пассажиров, которые привыкли путешествовать налегке. Прежде всего, это касается людей, которые отправляются в деловые поездки. Как сообщает авиакомпания «Россия», которая находится под коммерческим управлением «Аэрофлота», у нее безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. Это от 2500 до 6000 километров. Такие расстояния существуют и внутри страны, и за ее пределами. Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке, пояснили в авиакомпании. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке безбагажных тарифов такие пассажиры были вынуждены оплачивать по сути неоказанную услугу – перевозку отсутствующего регистрируемого багажа. Безбагажные тарифы обойдутся путешественникам, естественно, дешевле. По информации «Аэрофлота», на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%. На цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» могут направить до 15% от федеральных средств, предусмотренных на развитие городской среды. В частности, предлагается ввести инструменты налогового стимулирования и гранты для разработчиков передовых технологий. Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238 миллиардов рублей. С учетом рекомендаций Минстроя по включению цифровых мероприятий в региональные и муниципальные программы, к этой сумме может добавиться еще почти 36 миллиардов рублей. Напомню, Министерство строительства и ЖКХ России включило город Якутск в перечень пилотных муниципальных образований по проекту цифровизации городского хозяйства «Умный город» в конце марта этого года. Госдума во втором чтении приняла законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей. Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с 3 детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, действующие сейчас для жилой недвижимости ограничения на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, распространяется и на земельный налог. По словам Володина, граждане, имеющие более 3 детей, также получат право на вычет 6 соток по земельному налогу. Алданский бизнес-инкубатор выпустил первых резидентов-предпринимателей. Они получили государственную поддержку в виде льготной аренды офисных помещений и смогли не только сами встать на крыло, но и трудоустроить 27 человек. За 3 года обороты предпринимателей бизнес-инкубатора составили 72 миллиона рублей. Ими выплачено в бюджеты различных уровней более 5 миллионов рублей налогов. Ежегодно за консультациями в бизнес-инкубатор обращаются жители города и района. На его площадке проводятся дни открытых дверей, круглые столы, выставки, ярмарки, мастер-классы и семинары с участием республиканских и федеральных бизнес-тренеров. В них приняли участие около 4000 человек. Это обеспечило ряду предпринимателей успешный старт. Например, 9 человек получили грант начинающего. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.